Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Мен таныштырайын, Жапар кызы Айсулумун. Өзүм кесибим адвокат. Азыркы учурда мен биринчи Акипресс менен конференция бергенмин. Рыскулова, значит, Венера Кадышевна боюнча. ИО вице-мэр азыркы учурда Ошардын ИО вице-мэри социалдык маселени чечкен инсан. Негизи арыз берилген 02.02.2022 жылда. Мыйзам боюнча 14 күндө жооп кагаз түрүндө бериш керек. 3,5 ай өттү. Жооп жок. Здесь подразумевается халатность. Экинчи жолу заявление жаздым, биринчи жолу жаздым, экинчи жолу жаздым прокуратурага, бирок прокуратура до сих пор жооп бербеди да. Али жооп жок. Негизи бул халатность боюнча. Анан Рамазан айында 5 жолу гуманитарка берилген. Гуманитарка боюнча 5 жолу бизге отказ келген. Айтпаган. Негизи менин балам Жапаров Ибрахим 4 жашар мүмкүнчүлүк чектелген баламдын укуктары бузулган. Рыскулова Венера Кадышевна дискриминировала ребенка ОВЗ. Мыйзам боюнча это запрещено, дискриминировать ребенка ОВЗ. По существу я обратилась к господину Ташиеву, я поехала в Бишкек, я обратилась к приемную президента, я обратилась к Зулушеву. Выясняется последствием, что оказывается вообще тематика сейчас на сегодняшний день мафия Зулушева. Вот нигде нельзя пройти никакому нормальному человеку. Строится огромная стройка, улица Ленина Джиннах, стоимостью $50 миллионов. Строит родной брат Зулушева Курманкула, генерального прокурора Кыргызской республики Рыскул Зулушев. На сегодняшний день, оказывается, Рыскул Зулушев контролирует СНБ, УВД, прокуратуру, бизнес. Даже, оказывается, они залезли выдавать лицензии на разрешение строительства по всей территории Кыргызской республики. Какое имеет отношение Генеральная прокуратура и строительство других объектов? Первое. Второе. В документах у Зулушева, значит, строительной компании Ирыс-Ордо, один из учредителей, их родной брат Дарманкун Зулушев. Там прям де юре юридические документы. А он Чабан, он живет в Узгенском районе, село Комсомольское, и смотрит, оказывается, лошадей Курманкула Зулушева по $50 тысяч стоимостью. Откуда у Курманкула Зулушева такое незаконное обогащение? Огромная стройка, также они строят РЭС, ГЭС строят в городе Ташкомюр. Также у них есть родная сестра, у которой есть в городе Ош клиника. Клиника женского здоровья называется клиника Өмюр. Почему я все это рассказываю? Потому что я слышала, что все вот эти дела, получается, Арункулова Эра, Масалиева Гульшан, частная клиника женского здоровья Вера, ее муж Абиталипов Марат, потом, значит, Масалиева Гульшан, врач УЗИ из ЧП Калмаматова, роддом, частный роддом находится в Анаре. Они еще один диагноз пропустили. Сейчас еще один ребенок нуждается в операции. Сейчас мне уже все звонят после первой пресс-конференции. Люди жалуются. Также я слышала, что они оказывают давление на судью Сарыбаева, очень уважаемого судью Сарыбаева Бакыта. Его земельный участок, оказывается, находится рядом с стройкой Зулушева на улице Джиннах, пересечение Ленина. И хотят отобрать этот земельный участок, который принадлежит ему в качестве наследства от его родителей. То есть этот земельный участок принадлежит Сарыбаеву на основании свидетельства о праве на наследование. Он получил от своего отца этот земельный участок, который хотят у него отработать, отобрать в наглую братишка Зулушева Курманкула, Зулушев Рыскул. Оказывается, они крышуют эту Рыскулову Венеру. 3,5 месяца прошло, до сих пор она не дала мне ответ. По тому, как я съездила в город Бишкек, в Генеральную прокуратуру, господину Ташиеву, поставила на повестке дня все вот эти вопросы и президенту. Я встретилась с Ашимов Эрнест, правая рука, личный помощник президента Садыра Джапарова. Он меня уверил, что они мне окажут помощь. Как? Он говорит, Бахырбамыз Айсулыджи, говорит, не олду, мага айтымыз дейді. Сначала взяли фотографию моего сына, сфотографировали.
Потом говорит, дайте ваш паспорт. 4 охранника ко мне подошел, там приемный президента. Потом вызвали Эрнеста Ашимова. Эрнест Ашимов пришел и говорит, у меня родной братишка ДЦП. У меня родной братишка ДЦП, говорит, успокойтесь. Вот тогда я только ему поверила. А так 4 года мы бьемся, и с судами бьемся, и с Аракулова Эрой бьемся, и Масалевой Гульшан бьемся, и Авиталиповым Маратом бьемся, и этим Амир Тимуром бьемся, который работает в разрешительной системе УВД. Все они связаны между собой, потому что они узгенские. И, значит, Зулушев Курманкул, генеральный прокурор, он крышует всех узгенских и их бизнес, и имеет свой бизнес в городе Ош. Большую стройку огромную на улице Ленина и Джиннах, пересечение. Что это? На зарплату прокурора, который он сказал 28 тысяч, асберетекен, зарплата асекен, деп, айтханын, ошого салган бы 50-миллионный долларовый дом. Оказывается, все квартиры там уже проданы. Остались только 11, 12, 13 этаж. Там у меня есть репортаж, я все время делала через Facebook репортажи дополнительные, да, которые сама лично снимала. Я хочу добиться правды для своего ребенка. То есть финансирование его операции в городе Санкт-Петербург по подсадке стволовых клеток. Ребенок с синдромом Дауна, ему 4 года, зовут его Джапаров Ибрахим, и он нуждается в течение 6 месяцев в получении этих стволовых клеток. Врачи города Санкт-Петербург дали мне консультацию о том, что требуется маленькое время, то есть пока они маленькие, можно сделать. Есть изменения и есть прогресс. А большим уже делать не стоит эту операцию по подсадке стволовых клеток. Вот я обратилась, значит, в мэрию города Ош на основании закона об обращении граждан, во-первых. Второй закон о защите прав и законных интересов детей УВЗ. Третий закон – это Конституция Кыргызской Республики. Четвертый закон – это Конвенция ООН по правам детей и людей УВЗ, ратифицирована в Кыргызской Республике и подписана сама лично президентом Джейнбековым. Понимаете, закон должен работать. Мы, граждане Кыргызской Республики, которым принадлежит власть Кыргызской Республики на основании Конституции Кыргызской Республики, никто не имеет права нарушать права и законные интересы ребенка УВЗ. На каком основании Рыскулова до сих пор мне не ответила? Как она себя нагло ведет? Она что, не женщина, у нее что, детей нету? Она что, не понимает, что такое инвалидность? В законе об этике и кодексе этики Кыргызской Республики государственных служащих есть требования к кандидатам, работающим в государственных органах, представляющих государственные органы Кыргызской Республики. Таким поведением Рыскулова Венера Кадышевна вызывает недоверие народа к власти, непосредственно к президенту. Садрин Рукоджевич, я лично к вам обращаюсь. Почему она до сих пор мне не ответила? Хотя я получила письмо, вот это письмо, здесь написано, я специально его прочитаю, номер 18-4508 от 29.04.2022 года, мэрия города Ош, Министерство здравоохранения Кыргызской Республики и Исаеву, а исполнителем является, значит, Рыскулова, потому что она принимала под роспись у меня вот это заявление 2 февраля 2022 года. Прошу в срок до 20 мая 2022 года рассмотреть прилагаемое письменное обращение гражданки Джапар-Тузай Сулу и информировать заявительностью о принятом решении, копию ответа направить в администрацию президента Кыргызской Республики в срок до 20.05.2022 года. Заведующий отделом Бакиров Джетиген Жокинович написал, да? И документ подписан электронной подписью Бакирова Джетигена Жокиновича. Тут отдел называется администрация президента Кыргызской Республики. То есть это решение и вот это письмо, прямой указ Венере Рыскуловой мне ответить и принять решение, да, то есть профинансировать операцию моего ребенка в городе Санкт-Петербург и другие расходные, бюджетом по социальным нуждам. А по социальным нуждам выделено 12 миллионов за 2022 год. Выделено 12 миллионов Рыскуловой для решения социальных задач. Она должна составить просто протокол, провести собрание и посмотреть срочность, насколько срочно нужна операция ребенку, с нами встретиться, поговорить, принять у меня дополнительные заявления, спросить, какие у ребенка трудности, познакомиться с ребенком. Это же по социальным вопросам вице-мэр, да, и о вице-мэр. Почему она не знает своих функциональных обязанностей или она не профпригодна?
Жөнөкөйлө протокол жазат экен, протокол менен кол коюшат экен, 3-4 болуп. И все, идет выделение на расчетный счет клиники, я прошу, клиникага берип коюңуз ушул. 1 000 000 рублей стоит операция, тем более сейчас рубль упал в цене, да, это еще дешевле обойдется. У нас сроки горят, 6 месяцев врачи дали для того, чтобы подсадить ему стволовые клетки. Что за беспредел творится? Потому что Зулушев ее крышует? Потому что это зулушевская мафия, что ли? Потому что Зулушев Курманкул ошону русат бергенби, а? Ошондой поведение кылганы. А между прочим, уважаемый Зулушев Курманкул, я к вам лично обращаюсь. Если бы она себя вот так не вела, профнепригодно 3,5 года не отвечая и не решая вопросы по социальным задачам, которые выделены государством, деньги налогоплательщиков 12 миллионов, я бы сюда не пришла. Сизді уят кылбайтелем, сіз ошол крыша руганы Венера Рыскулова айтып коем, сен немени уят кылып. Это же она оказалась причиной того, что я пошла снимать вашу стройку. Я нашла вашу сестру с ее частной клиникой. Это Аракулова Эра, это Масалиева Гульшан, это Венера Рыскулова, это Давидалипов Марат. Они же все находятся в сговоре против вас. Они не подумали в своих решениях личных своих проблем, которые они сделали сами, да, из-за которых они должны отвечать. Они поставили Зулушева Курманкула, чтобы я вышла вот в Акипресс и вытащила их не вот эти все, как это называется, стройка вот эта, огромная стройка, откуда такие деньги? Там миллиарды долларов. Хорошо. А почему ваш братишка, который является, сидит в комсомольском, проходит учредительные документы, потому он уже не отрядится? А по декларациям, оказывается, Рыскул, Зулушев, вообще декларация обширает таки. Налоговая декларация Джобакен, Рыскул, а он бывший начальник судебного департамента, а из-за него меня судили, получается, он их крышевал. Из-за него, оказывается, меня посадили в Волжский городской суд, издевались над матерью ребенка УВЗ. Это что такое? Откуда это? Господин президент, на сегодняшний день Рыскулова такая наглая игнорирует ваше письмо правительства, это решение президента, самого Садыра Джапарова, который дал указание до 20 числа решить вопрос по Джапарову Ибрахиму, ребенку УВЗ. А она до сих пор мне не позвонила даже. Она даже не здоровается. А то, что 5 раз они в месяц Рамазан скрысили эту гуманитарку, а это обходится каждая гуманитарка, оказывается, на 12 тысяч сом. Это какое хищение государству? Это превышение полномочий, злоупотребление властью. Это халатность. Здесь имеется место быть возбуждению уголовного дела в отношении должностного лица за его бездействие. То есть его вице-мэр по социальным вопросам не решает социальные вопросы. Она ходит по Хасабхана. У побойным цехам она ходит. По убойным цехам ходит вице-мэр по социальным вопросам. Вы представляете? Какой кошмар! Или там она, ну хорошо, я рада, что хотя бы кто-то что-то получил. Что если она кому-то что-то дала, что кто-то что-то получил. Знаете, это считается не только лоббирование вопроса моего ребенка, это касается всех детей ОВЗ в стране. Кыргыз Республика боюнча ОВЗ мүмкүнчүлүк чектелген баланын укуктарын бузулуп атат негизи. Это первое. Также это касается прав матерей. Энесин укуктарын бузулуп атат. Мүмкүнчүлүк чектелген баланын боюнча. Господин Зулушев, я написала вам 3 заявления на 20 судей. Потом я написала на соцзащиту то, что они незаконно на основании своего приказа берут добровольный патент. Добровольный патент не должна платить мать ребенка ОВЗ. Это не коммерческая деятельность, она вынуждена. Там сумма 4 900 несчастных. И то с них пишут 1300 сомов заплатите налог. Из которых 1000 сом берет социальная защита, 300 сом берет налоговая. За что должна мать ребенка ОВЗ платить налоги? Какие налоги могут быть ребенку ОВЗ? Я вот здесь, я получила все эти приказы. На основании приказа социальной защиты, разве это вообще законно? Я же вам написала заявление, почему до сих пор не разобрались, почему до сих пор нет письменных ответов, почему до сих пор я не получила ни одного ответа, хотя время уже срок 14 дней прошел. На сегодняшний день правительство мне ответило, личный помощник президента Садыра Нургунджоевича, да, Ашимов Эрнест, он за свои слова отвечает. Вот, а у нас Ишенбекович, он мне тоже пообещал, что мы тебе поможем. Вот то, что мы сможем, сделаем, поможем.
Понимаете? Я имею право обращаться на основании закона об обращении граждан Кыргызской Республики, а там есть статья 8. Статья 8, значит, в 14 рабочих дней нужно ответить. И никто не имеет права моей законной деятельности препятствовать по защите прав и законных интересов ребенка УВЗ. Чалган жоқ. Мына бұлар 29-4 алынбайбы апрелден уже қанша күн өтті туралы. Бүгін 18 19 май. 19 дней в совокупности плюс 11 это будет. Ну, там были еще выходные вот эти майские. Но там же были и рабочие дни посередине. Итого в совокупности получается 20 дней уже. 20 дней. А баланс на операциясына 6 айда уақыт берген? Да, в течение 6 месяцев. Қанша ай өтіп кетті? 3 айдан ашты. 3 айдан ашты. Чем раньше, тем лучше, они сказали. 1 миллион сом кетеді? 1 миллион рублей стоит операция в Санкт-Петербурге, клиника новейших технологий. Плюс дорожные, и вот мы там где-то хотя бы 2 недели должны находиться, Экиджума. Это подсадка стволовых клеток. Вы знаете, это исторический момент, я считаю, на сегодняшний день. Мүмкін бұл Қырғызстанда бұл операция болған емес пе? Болған емес, ешқашан. Это бұл бірінші жолы болады ушундай практика. Практика, Да, Кыргызстан боюнча бұл бірінші жолы будет практика, это исторический момент. Негизи, куда холоса, я думаю, что мы будем открывать общественный фонд по детям синдрома Дауна и этот Джапарова Ибрахима. Именно будет, это его общественный фонд будет. И де юра, вот мы съездим, да, чтобы все хорошо прошло, вот эта операция, вот этот прогресс, вот этот. Сколько? 365 детей только в городе Ош. Это регистрация болгон синдром Дауна бойынча. А канча еще ушундай бар. Биз билбейбиз да анча. Операция жүргүзүлүп өтсө, демек башка элдерге тартылат? Да, бул практика берилет, негизичи. Она, может быть, мы у них попросим лицензию или их франшизу, чтобы такая клиника была в Кыргызстане, чтобы лечить. Потому что стволовыми клетками можно лечить не только синдром Дауна. Это можно лечить и сердце, это можно лечить и легкие, и бронхи, и почки. Все можно лечить. Потому что стволовая клетка, она рожает төрөт. Өзүнө окшогон жаңы клетканы төрөт экен, 46 хромосомы жаңы клетка төрөт и находит проблему. Проблеманы табып ошол жерге отурат экен, ошол жерге төрөт. Она может сердце застелить, можно операцию на сердце не делать, например, и так далее. Очень много возможностей. Это технология 23 века. Это технология будущего. Поэтому вот я лоббирую этот вопрос не только для себя, это для всех жителей, граждан Кыргызской Республики, для всех, кто находится в стадии ОВЗ, для всех детей, для всех матерей, что хотя бы есть шанс от успоисного Джамалсан, клетка уже башкадан болған. Это технология 23 века, понимаете? Вот. И в Европе, Германии, Франции, Голландии, в Америке это стоит 40 000 евро. Это хорошо, что в Санкт-Петербурге, в Российской Федерации открыли такую клинику со стволовыми клетками. У них свои стволовые клетки есть, мы там получаем паспорт по стволовым клеткам и лечим ребенка. Они полностью просмотрят. И полностью мне онлайн, в режиме онлайн дали консультацию. Понимаете, а она задерживает вот этот вопрос. А тут же касается жизни ребенка. Ребенка ОВЗ, это Венера Рыскулова. Акча бөлүнбөй, биз ушундай чечим кабыл алдык десе, кандай кадамга барасыз? Я не знаю, это на уровне правительства же вопрос решается, как они. Если деньги уже выделены ей, у нее же уже есть на расчетном счету 12 миллионов, как это? Уже же выделено. Там же бюджет, Алмаз Сашибекович выделял бюджет там больше 6 миллиардов. Именно для города Ош на год. Они вывели бюджет Ош-Очи. Как это? Этот вопрос должен решиться куда холоса. Просто нужно уволить Венеру Рыскулову, которая вот так незаконно себя ведет, халатность, и она профнепригодна. А потому что она под Зулушевыми сидит. Зулушев Курманкул ее, оказывается, крышует. Потому что у них тут огромная стройка, потому что у Зулушев Рыскул, оказывается, с позволения Зулушева Рыскула они тут все крышуют. Весь город от них плачет здесь. Вы знаете, СНБ, ОВД, прокуратура, милиция, весь бизнес, строительство контролирует, оказывается, Зулушев Рыскул,
братишка, родной братишка этого Зулушева Рыскула. Bir туған касы, Зулушев Рыскул, но я не знаю, Ташиев тот раз говорил, черных не будет, этих не будет. Да они хуже черных. Честное слово. А потом, значит, надо себе тут клинику строить, а эти ее прикрывают, через нее свои дела разводят, получается, через сестру Зулушева. Зулушев не Джесси, Биртуган и Джесси Баркен, а ты Гульмира. Зулушева Гульмира, доктор Алиевна. Вот, клиника находится Мырзалы Аматов Джирмавич, город Ош. Мырзалы Аматов Джирмавич. Вот, также их стройка находится Ленина Джинах, пересечение. Ленина Джинах принадлежит, там в учредительных документах в Министерстве юстиции зарегистрирован родной братишка Зулушева, Зулушев Дарманкул. А тут Рыскул, а этот Курманкул. Уважаемый господин Ташиев, пора бы возбудить уголовное дело в отношении Зулушева Курманкула за незаконное обогащение. Если проверить все декларации, то там у него по хронологии с 2015 года. С 2015 года. Я знаю, что господина Ташиева протеже сам Зулушев Курманкул. Я знаю. Это Ташиев его сделал генеральным прокурором. Это Ташиев его сделал депутатом и судьей. Потому что раньше они находились в одной партии. Вот. Также, господин Ташиев, давайте решайте вот этот вопрос. Елдерге уят болбой, жаш баланың мүмкіншілік шектелген баланың құқықтары бұзылған нәрсені негізі шешіш керек та. Құдайға аманат жашынаққа қалып қаласыңдар. Негізі бұл разычылыққа, елдің разычылыққа, менің разычылыққа, баламның разычылыққа. Все мы одни ходим перед Аллахом, знаете? Вы же сами ездили себе операцию делали в Германию. Ташиев сам ездил в Германию, делал на сердце операцию себе. Потом Урманту Садыр Нургоджевич. На сегодняшний день Рыскулова вместе с Курманкуловой мафией игнорирует ваш приказ. Это указ президента, считай. Администрация президента Кыргызской республики. Это что значит? Я прошу разобраться на сегодняшний день и решить этот вопрос до 20 числа. Завтра остается один день. Почему она до сих пор не позвонила? Уволить Рыскулову. Уволить Рыскулову по статье Рыскулову, Венеру Кадышевну и его вице-мэра уволить по статье с занимаемой должности. Что, на ее место никого другого нет, что ли? И на ее место Курманкула Зулушева никого нет, что ли? Да у нас столько кадров. Поэтому прошу принять во внимание. Решается вопрос Джабарова Ибрахима, ребенка УВЗ. Я 2 раза ездила и президенту, и господину Ташиеву, и господину Зулушеву. Я оставила все свои заявления. Давайте сделаем так, чтобы закон работал. И чтобы народ видел, что вы работаете. Поэтому дай Аллах здоровья Ибрахиму. Пусть он будет жив-здоров. И чтобы у нас был прогресс. И чтобы он получил стволовые клетки в городе Санкт-Петербург. Поэтому давайте закончим этот беспредел. Спасибо.